Наш эфир продолжают новости из студии «На открытом воздухе». Меня зовут Полина Долинская, и это Ice News. В этом выпуске мы узнаем. Молоко с QR-кодом. Установлен новый порядок контроля молочной продукции. Эти пионеры зеленые. Экологическое движение мирнинских школьников. Во Францию на выходные. Теперь для того, чтобы увидеть Эйфелеву башню, совсем не обязательно лететь в Париж. Теперь об этом и другом подробнее. Установлены новые правила для соблюдения контроля молочной продукции. Теперь маркировка позволит отличить натуральное молоко от ненатурального. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства региона Василий Афанасьев во время прямого эфира в социальных сетях. Он отметил, что любой покупатель может сфотографировать QR-код, который предоставит информацию об изготовителе молока, кто сдавал сырье и как оно перерабатывалось. Замминистра уточнил, что в текущем году минимальная заготовительная цена молока составляет 60 рублей. А для тех, кто получил субсидию на поголовье и хочет сдавать молоко, минимальная заготовительная цена будет 10 рублей. Причем контрольная сумма районы устанавливают ее сами. Будь готов к труду и обороне. В постоянном представительстве Якутии в Москве впервые сдали нормы ГТО. Акцию приурочили к Году здоровья и 90-летию создания всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Спортивная программа фестиваля состояла из 4 тестов. Экспертами выступили сотрудники Центра ГТО Северо-Восточного федерального университета. Участники, сдавшие нормативы, получили знаки и удостоверения. Отметим, что в акции могут принять участие не только сотрудники постпредства республики, но и представители якутского землячества, проживающие в Москве. Самое главное, что победа над собой. ГТО наши выполняют нормативы наши бабушки, дедушки и наши родители. Сейчас мы будем передавать свои нормативы своим детям. Это могу назвать как наследие, уже история. В Мирном ученики первой школы уже на протяжении нескольких лет являются участниками экологического движения. Подробнее о зеленых пионерах и их деятельности узнавала Марфирина Алексеева. Отряд «Зеленых пионеров» существует в школе с 2016 года. Идея привлечь ребят в ряды крупнейшего экологического движения принадлежит Татьяне Викторовне, учительнице начальных классов. Уже второму выпуску преподаватель прививает любовь к природе. Формирование, конечно, такого бережного, уважительного отношения к окружающей среде – это природа. Потому что мы зависим от природы, наша жизнь. Первое – это у нас экологические акции. Убираем мусор. Дальше посадка. 21 мая – это день посадки леса. И садим саженцы, кустарники не только возле школы, но и по городу. Активное участие в деятельности класса принимают родители. Во время каждых сезонных каникул родители организуют выезды в парк «Живые алмазы Якутии», где ребята проводят исследовательскую работу, кормят и общаются с животными. А в прошлом году сотрудники парка построили учащимся теплицу. Ребята уже взращивают рассаду, в дальнейшем снова поместят ростки в теплицу. Выращиваем огурцы, помидоры, перец. Дальше цветами занимаемся, благоустройство. Ну и, конечно, исследовательская работа по выявлению лекарственных трав. Радует, что программа объединения отзывается в ребятах не только словом, но и делом. Когда я гуляю с собакой, я всегда вижу мусор или что оставляют собаки. Я могу взять целлофановый пакетик, или просто пакет убрать руками. То есть я хочу помочь природе, и сама я убираю за своей собакой, чтобы не мешать почве расти. Как оказалось, помимо «Зеленых пионеров», в первой школе также есть юные экологи движения 4 Б-класс. Сейчас мы находимся в их классе и рассматриваем такой интересный проект. Арина, расскажи, пожалуйста, что за проект, что за сумка у тебя в руках? Эта сумка создана для того, чтобы не загрязнять природу. Она живет очень долго, и если она порвется, ее можно зашить. А если обычные пакеты, которые могут загрязнять природу, они дают вред. Юные экологи – это молодое движение параллельного 4 Б-класса.
В прошлом году Кюнне Иннокентьевна начала активно воспитывать в своих учениках экоответственность. Помимо участия в различных конференциях, ребята собирают батарейки, крышки, шьют эко-сумки и действительно пользуются ими. Эту коробку мы сделали для того, чтобы собирать батарейки и пластиковые крышки. После этого мы сдадим их в Челябинск на переработку. Один раз мы уже сдавали батарейки, у нас получилось 7,5 килограмм, это около 300 штук. Мы юные экологи, нам нравится это делать. В следующем месяце, когда учащиеся будут снова озеленять улицы города, ряды зеленых пионеров пополнятся новыми ребятами. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Поймать волну рыбаки запечатлели на видео приближение волны цунами. Кадры облетели весь интернет. Причиной появления цунами в Гренландии стало обрушение ледника. Гигантский оползень случился за 30 километров от места, где было снято видео. Тем самым это послужило образованию волны высотой 100 метров. Никто из очевидцев не пострадал. Им помогла спастись мощная лодка. Теперь для того, чтобы увидеть Эйфелеву башню, совсем не обязательно ждать, когда откроются границы, и отправляться во Францию. Ведь главную парижскую достопримечательность теперь можно увидеть в поселке Махсоголох-Хангаласского улуса. Трехметровое чудо света – это результат работы местного кузнеца Василия Киселева. Как признается сам умелец, на создание арт-объекта у него ушло почти 3 месяца. И это далеко не первая работа мастера. Также в поселке можно будет увидеть и другие творения местного кузнеца. В планах Василия еще несколько проектов по благоустройству поселка. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте в курсе событий республики, а также за ее пределами.